Эфир нашего канала продолжает брифинг на тему борьбы с коронавирусом. Заместитель руководителя оперштаба Якутии Ольга Балабкина в прямом эфире озвучит актуальную информацию об эпидобстановке в регионе на четверг, 21 января. Ольга Валерьевна, о текущей ситуации в республике. Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. Текущая санитарно-эпидемиологическая ситуация в республике характеризуется выявленными, по данным Роспотребнадзора Республики, 146 новыми случаями коронавирусной инфекции. При этом необходимо обратить внимание, что в столице нашей республики выявлено 45 случаев, однако высокие показатели выявления и, соответственно, и вирусоносительства зарегистрированы в таких районах, как Мирнинский район 25 случаев, Алданский 16, Мегино-Кангаласский 9 и Татинский 7. От 1 до 6 случаев зарегистрировано в 14 районах республики. Сегодня, говоря и характеризуя ситуацию, санитарно-эпидемиологическую ситуацию в районах, необходимо обратить внимание на то, что и этот вопрос сегодня заострил на оперативном штабе с руководителем оперативных штабов районов глава Республики Саха-Якутия, что коронавирус никуда не ушел. И ограничительные меры, которые существуют, и тот контроль, который должны осуществлять главы муниципальных образований, сегодня как никогда актуализирован. Так, ситуация, которая возникла в Эвено-Бытантайском Улусе, говорит о том, что в небольшой населенный пункт приехали, соответственно, студенты, которые должны были быть отслежены для того, чтобы в том числе принять меры для самоизоляции. Тем не менее, в результате их приезда возникла ситуация, которая повлекла и распространение коронавируса в одном из отдаленных населенных пунктов Эвено-Бытантайского улуса. Эти ситуации показывают еще раз тот факт, что от глав муниципальных образований, руководителей оперативных штабов зависит текущая ситуация санитарно-эпидемиологическая на территории республики. Лаборатории Роспотребнадзора и Министерства здравоохранения республики продолжают проводить соответствующие исследования на новую коронавирусную инфекцию. За прошедшие сутки было проведено 2051 исследование. И республика перешла через границу 900 844 тестов на новую коронавирусную инфекцию. Это количество, которое всего с начала пандемии тестов было сделано на территории республики. Достаточно четко и по строго определенному плану на территории республики начата вакцинация против коронавирусной инфекции. На 21 января 2021 года в республику поступило 27 292 дозы вакцины. И сегодня уже у нас провакцинировано по данным портала и занесены в портал Министерства здравоохранения России по штрих-кодам 3483 человека. Вакцинация сейчас происходит у нас, соответственно, во всех поликлинических звеньях и, соответственно, в количественном выражении граждан, которые провакцинированы, их уже сегодня увеличивается и изменяется. Соответственно, основную цифру, которую мы сегодня будем давать, это цифра занесенных в портал по штрих-кодам от вакцины, которая, соответственно, является маркированной на территории всей Российской Федерации. Вакцина активно проводится в городе Якутске и в 13 районах. Во все остальные районы республики сегодня вакцина направляется в зависимости от погодных условий. Она поступит и в поликлиники по месту нахождения граждан наших районов, в том числе в арктических, северных, распределение вакцины. Сегодня об этом глава республики также обратил внимание, будет зависеть от скорости и, соответственно, желания населения эту вакцину получать. Соответственно, у нас сегодня уже есть районы-лидеры, которые использовали всю свою вакцину. Им будет направлена вакцина для того, чтобы дальше продолжать вакцинирование населения. Уважаемые жители Республики Саха-Якутия, действительно массовая вакцинация от новой коронавирусной инфекции ставит перед нами прежде всего выбор заботы о своем здоровье. Поэтому еще раз призываю всех прийти и провакцинироваться. Спасибо. Это был брифинг оперативного штаба по эпидобстановке в Якутии на 21 января. Сейчас переходим к выпуску новостей.
Вы смотрите новости в прямом эфире. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Правительство России поручило губернаторам взять под личный контроль вакцинацию от коронавируса в регионах, а Минздраву докладывать о результатах этой работы каждые 2 недели. Первый доклад на основе информации от руководителей регионов в Кабмине ждут до 26 января, следующий спустя 14 дней. Напомним, массовая бесплатная вакцинация от COVID-19 началась в стране 18 января. Сделать прививку могут все желающие, а не только люди из группы риска. Граждане смогут выбрать одну из 2 зарегистрированных в стране вакцин – «Спутник Ви» или «Эпивак Корона». Причины пожара в жилом доме в Алекминске выясняет прокуратура. Минувшей ночью загорелся 2-этажный деревянный многоквартирный дом. На момент прибытия первого пожарного подразделения открытым огнем горел 2-й этаж здания. Жильцы дома эвакуировались самостоятельно до прибытия пожарных. Огонь тушили 5 единиц техники и 18 человек личного состава противопожарной службы Якутии. Возгорание в 30-квартирном 2-этажном жилом доме 1980 года постройки, расположенного по адресу города Алекминск, улица Кузьмина, дом 1. В результате пожара дом поврежден огнем по всей площади. Предварительно пострадало несколько человек, погибших нет. На место происшествия выехал прокурор Алекминского района, а причина пожара устанавливается. В ходе проверки прокуратура даст оценку соблюдению требований законодательства о пожарной безопасности. Также взят на контроль вопрос обеспечения жилищных прав граждан, пострадавших в результате пожара, а также ход процессуальной проверки, проводимой правоохранительными органами по данному факту. За время пандемии с марта по январь якутяне подали в банки более 20 тысяч обращений о реструктуризации задолженности. Одобрено почти 70% заявок. По 12 тысячам кредитных договоров условия уже изменены. По информации Нацбанка, объем судной задолженности по реструктурированным кредитам составил 8 миллиардов рублей. Также почти 2000 якутян заявили о своем праве на кредитные каникулы. Более 1000 таких заявок банки одобрили. 660 обращений на сумму 450 миллионов рублей уже исполнены. Порядка 90% заявок, направленных жителями республики в банки за все время пандемии, пришлось на реструктуризацию кредитов по собственным программам кредитных организаций. В Якутии стоит задача переселить из аварийного жилья порядка 60 тысяч граждан. АСН Николаев накануне провел рабочую встречу с замгенерального директора госкорпорации Фонда содействия реформированию ЖКХ Тамерланом Аджиевым. Переселение граждан из аварийного жилья является важнейшим направлением. Перед республикой стоят серьезные задачи, отметил глава региона. И констатировал, что Якутии по программе переселения выделено дополнительное финансирование. И, соответственно, будет принято решение по софинансированию из бюджета республики. В свою очередь, Тамерлан Аджиев заверил, что фонд готов поддержать проекты, которые внесет Якутия. В Нерюнгри работает комиссия во главе с министром экологии и природопользования и лесного хозяйства Якутии Сахамином Афанасьевым. На повестке экологическое состояние района и факты загрязнения рек в зоне деятельности добывающих компаний Якутугаль и Колмар, в частности в поселке Чульман. Подробнее в материале Ирины Кичигиной. Работа министра началась с совещания межведомственной комиссии по контролю проводимых мероприятий по устранению нарушений законодательства и снижению негативного воздействия на окружающую среду предприятиями Нерюнгринского района с привлечением представителей общественности. Это уже 3-е совещание комиссии, основная работа которой была направлена на финансирование природоохранных мероприятий. Вот частный случай, да, Колмар. Что он сделал? За счет собственных средств построил водоочистную станцию «Шахта-Фот». Вложились, это капитальное вложение, и в связи с этими действиями, то есть вводом в эксплуатацию нового очистительного сооружения, будет понижено негативное воздействие на водный объект. После совещания рабочая группа отправилась в ГОК Денисовский, где были осмотрены очистные сооружения и произведен отбор проб воды. Далее делегация осмотрела объекты строительства ГОК и Наглинский. Затем в Чульмане состоялось открытое совещание с участием общественности поселка, где было поднято много проблемных вопросов.
Это прежде всего загрязнение реки Чульман, отсутствие очистных фильтров на ТЭЦ, вследствие чего идет прямой выброс сажи в атмосферу. Помимо прочего, еще был поднят вопрос об увеличении суммы штрафов для промышленных предприятий за сброс вредных загрязняющих веществ в водные объекты Нюрнбергского района. Я надеюсь на сотрудничество в этой области. У вас, наверное, больше юристов и специалистов. Потому что это невозможно. Мы 4 года бьемся, а как не знаю во что. Сахамин Миланович выразил готовность в продвижении внесения изменений в закон и ужесточения штрафов и попросил поддержки у представителей общественности. Все предложения были запротоколированы, а ряд из них предписаны к исполнению хозяйствующим организациям. Контроль по исполнению обязательств будет обеспечивать специальная комиссия по экологии, созванная из общественников, представителей власти и контролирующих органов. Ирина Кичигина, Вадим Барашков, Нерюнгри. Проект «Села без пожаров» Якутского отделения Всероссийского добровольного пожарного общества стал победителем фонда президентских грантов. Проект направлен на привлечение к профилактике и тушению лесных пожаров простых селян. Порядка 350 мужчин от 18 до 60 лет будут вовлечены в работу в качестве волонтеров патрульных. По мнению членов организации, профилактика – один из самых действенных способов предотвращения возгораний в лесах. С волонтерами проведут лекции и беседы, инструктажи, включая тренировки в полной экипировке с оборудованием. На эти цели предусмотрено почти 3 миллиона рублей из средств гранта. У нас задача стоит, значит, акцентировать внимание наших добровольцев, в том числе и на тушении лесных пожаров. Но для того, чтобы лесной пожар тушить, наш доброволец должен быть прежде всего обучен. У него должен быть определенный навык. И в этом отношении цель нашего проекта заключается в том, чтобы этот навык на сегодня дать тем 10 пожарным командам, которые организованы в Хангаласском районе, значит, обучить их методам тушения лесных пожаров, значит, обучить их теории тушения лесных пожаров, значит, привить этим навык в соответствии, отработки соответствующих нормативов там и так далее. Сегодня Международный день аспиранта. Именно 21 января 1925 года Совнарком РСФСР утвердил 2 важных документа о подготовке научных работников. В СВФУ сейчас научной деятельностью занимаются около 500 молодых специалистов. Тематика исследований разнообразная. Например, изготавливают морозоустойчивые полимерные материалы, изучают климатические изменения на севере. Помимо этого, есть много достижений по техническим и гуманитарным дисциплинам. Например, в конце прошлого года проект СВФУ выиграл грант на сумму 90 миллионов рублей. На эти средства планируется создание международной лаборатории лингвистической экологии Арктики при университете. Отмечу, что этот год в России объявлен годом науки, и перед молодыми учеными стоят большие задачи. Повышение количества остепененных молодых исследователей до 39 лет. То есть до 2024 года мы должны увеличить 2 раза данное количество. Это во-первых. Во-вторых, я уже сказала, что все результаты должны иметь мировой уровень. То есть мы должны стремиться к тому, чтобы наши исследования были востребованы на зарубежном уровне. Третье направление – то, что сейчас вообще наука должна быть очень тесно работать с представителями реального сектора экономики. То есть бизнес-ориентированные проекты у нас должны быть. Ну и в целом наука на самом деле должна быть направлена на повышение качества жизни населения. Воссоздание старины, так назвали специалисты музея «Россия. Моя история». Уникальный проект. С помощью современных технологий возрождают предметы быта, рассказывают о местах обитания и выживания предков народа Саха. Дмитрий Тымыров встретился с авторами проекта. Стрела, поставляется кольцом с веревкой. Этот лук необычной формы был создан еще предками народа Саха до появления на свет ружья. Именно он являлся основным орудием охотников, а значит и главным добытчиком. Неудивительно, что первый выпуск проекта воссоздания старины его авторы посвятили этому уникальному орудию. Именно мы решили восстановить этот лук, как именно наши предки делали. Это была попытка полностью реконструировать производство именно в Якутии такого многокомпозитного оружия, так скажем, охотничьего. Это был якутский лук. Но он многосоставной, состоит из разных, одного породы дерева, но разных его, так скажем, видов. Потому что тут тонкие щепки, это уже лиственница. Мы 2 лиственницы склеили, для этого вот как раз делали еще отдельно клей из рыбы, из шкур рыбы.
На YouTube-канале музея есть полное видео воссоздания этого предмета. Снимаем весь процесс с самого начала, как мы, вот для лука, как просто вот доска лежит, и с этой доски мы начинаем делать. И также самострелом было, мы просто взяли доску и начали делать видео, и потом уже, как получается, смонтировали, именно хронометраж сделали. Пытаемся показать весь процесс, именно как все это делается, с удачами, неудачами. Проект реконструкции появился благодаря, как это не парадоксально, пандемии коронавируса. В период ограничительных мер нужно было держать на плаву социальные проекты, да и деятельность музея в целом. Пришлось срочно осваивать онлайн-проекты. Было решено с помощью современных технологий рассказывать о старении, о том, как жили наши предки, чем они питались, как охотились и выживали в суровых условиях севера. Начали мы в свое время еще с публикования просто текстовых материалов и фотографий старых именно. Людям это понравилось. Это уже сама идея стала интересной сделать самому. Именно этот проект всегда нам интересен, так как нам самим интересно делать все это. На сегодня с момента запуска проекта отснято уже 15 выпусков. В ближайшее время готовится к выходу 16-я серия. Хлебопечение, мы рыбу ловили на самодельную вершу, если сказать. Лук делали, самострел, вот одно из последних. Мы жвачку якутскую делали из березы. Вот это тоже очень интересно было. У нас как раз тут дерево дорожники свалили, и из березы у нас именно получилось сделать очень интересный, кстати, проект был. Каждый выпуск завершается приготовлением одного из якутских блюд по старинному рецепту. Сегодня эти выпуски набирают по несколько сотен просмотров на официальном канале музея в YouTube. А в будущем может открыться даже отдельная экспозиция проекта воссоздания старины, где посетители смогут оценить реконструированные предметы воочию. Дмитрий Тымыров, Илья Сыромятников, Якутск. Мы следим за развитием событий. Не забывайте носить маску, соблюдать безопасную дистанцию. Оставайтесь с нами.